Писатель, драматург, актер, режиссер, общественный деятель. И все это об Ахмеде Хамиевиче Бокове, человеке с огромной любовью, воспевавшем в своих произведениях родной край, его прошлое и настоящее. Первый рассказ писателя «Буран» на ингушском языке был опубликован в газете «Знамя труда», выходившей в городе Алмата в 1957 году. Затем он создает рассказы «Честь», «Мой спутник», «Последняя ночь» и многое другое. Печатался в газетах Казахстана, Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. Все его произведения, начиная от рассказов и заканчивая последним романом «Судьбы», посвящены правде, исторической правде ингушского народа. Например, если прочитать роман Беки Онгиш «Сыновья Беки», не нужно листать страницы истории, насколько ярко и правдиво описана жизнь ингушей в годы гражданской войны, во время революции. О творчестве первого народного писателя Чечено-Ингушетии Ахмеда Бокова красноречиво говорит количество проданных книг. Общий тираж его изданий составил около 3 миллионов экземпляров. Этот показатель является рекордным не только в ингушской литературе, но и в творчестве писателей всех Кавказских республик. «Старый дом», «Багровые зори», «Судьба». Название хотя бы одной из этих книг наверняка известно каждому жителю Ингушетии. Но имя автора неразрывно связано с произведением «Сыновья Беки». Эпическое наследие и среда молодого Бокова в поколении отцов и дедов стали той непосредственной основой для написания романа о жизни народа. Мы вместе с Уламбеком Аскановым учились в военно-политической академии имени Ленина в Москве 4 года. 3 года в одной комнате жили. И Уламбек мне говорит: вот Ахмеда Бокова вышел роман «Сыновья Беки». Говорят, очень интересная, содержательная книга, надо бы ее найти. Ну и мы начали в Москве искать. Я по своим каналам Уламбек где-то через своих знакомых нашел эту книгу. Мы обсуждали с ним о героях, то, что он пишет об обычаях, традициях нашего народа. И сделал голос Камалдара, и нам хотелось быть похожими на героев этого произведения. Для автора, борющегося за изображение прошлого, главным мотивом для творчества прежде всего был интерес к простому человеку, к его окружению и жизни в тех или иных сложных ситуациях, которые могли быть написаны только в крупноэпических полотнах. Именно поэтому он с огромным удовольствием взялся за новый для него жанр – национальный исторический роман. Писать историческое для него значило всегда быть до малейших подробностей верным действительности. Да хайку здесь мелхур искинчка идти, бакшнаха искинчк дешиш, дер ладуш бачар, бакуну, дандерышка, дагдуа аняк минахяр. Избеки конгижага кинишка, алиамати, долчатей порядя дешан бока Ахмада зязя кинишка, цун месл, галай омал ёлчатей пар, адязи кезик саги вашадян, галай омал, галай вахар, галай лилдяр, галай адатыш. Роман «Сыновья Беки» был издан отдельной книгой на ингушском языке в 1967 году. Тираж его составил 1000 экземпляров. Его читали и продолжают читать взахлеб, восхищаясь произведением. Они по праву гордятся самим автором, сумевшим передать посредством грамотного литературного языка процесс пробуждения ингушского крестьянина, самым решительным образом перешедшего на сторону революции и героически прошедшего все ее этапы. Перечитав роман, в который раз раскрыть и понять его для себя смогла и Залина Нальгиева. Сегодня я готовила доклад на Касума, определенного персонажа из романа «Сыновья Беки», написанный с Ахмедом Боковым. Меня зацепил именно этот персонаж, в первую очередь, так как он не был ранее изучен, не было о нем упомянуто, тем, что, несмотря на такое жестокое время, которое было раньше, он был мужественным, честным, не хотевшим брать чужое и остался мужчиной, по моему мнению, до конца своих дней. Я знакома с творчеством Ахмеда Бокова с самого детства. Сегодня в научно-исследовательском институте вспоминают не только о творчестве писателя, но и о его вкладе в становление национального театра. В копилке первого народного писателя ЧССР Ахмеда Бокова множество наград и званий, в том числе Орден Дружбы за заслуги в области культуры и искусства и за многолетнюю плодотворную работу. Указ президента России Владимира Путина о награждении писателя вышел через 2 дня после его смерти. Ахмеда Бокова не стало 2 апреля 2006 года. Жарадат Хулухоева, Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.